Акан Валерьевич, мы сейчас находимся в районе Красного моста. Какая встреча сейчас здесь проходила и какой вопрос решался? Ну, как вы правильно заметили, сегодня руководство ГАИ города и руководство ГАИ республики присутствовало на этой встрече, как говорится, так скажем, выездная встреча, и представитель Абхазавтодора. Важный вопрос был, как вы помните, вот у нас здесь выезд с Чамба на главную дорогу. У нас всегда это была проблемным участком дороги. Очень часто бились машины, к сожалению, и со смертельным исходом тоже. После того, как была пробирована вот эта вот история с этими, значит, конусами и с новой разметкой, мы практически полностью, не то что практически, полностью ушли от ДТП, от со смертельным исходом и наездом на пешеходов. И эта система, она работала. Сегодня вы видите, опять это в упадок ушло. Сегодня я пригласил их всех, чтобы возобновить эту же схему. Она рабочая, она пробированная. Конечно, возникли ряд вопросов, но вроде мы пришли к общему знаменателю. Более-менее, значит, все то же самое оставляем, только будем улучшать саму схему. И надеюсь, мои доводы о том, что это надо оставлять, эту схему работы, значит, разметок и конусов, для того, чтобы мы избегали, значит, случаев с ДТП и тем более с летальным исходом. Вроде понимание есть, они начнут заниматься схемами и подготовкой, значит, рабочего документа. Акан Валерьевич, сейчас вопрос стоял о том, чтобы одну сторону именно по мосту расширить, а та, которая уходит на улицу Чамба, ее немножко сузить. Как это будет в практике? Ну, в принципе, да, в принципе, мы согласились выезд с Чамба сделать поменьше, добавить республиканскую дорогу. Но, знаете что, я так слышу разными слухами, что кому-то вовремя якобы не может на работу попасть по мосту, по Белому мосту. Но извините меня, без 15:09, ближе к 9, я думаю, что эта проблема везде в городе существует. Это я не согласен с тем, что отдельно выделенный участок дороги на Белом мосту только создает проблему с утра. Эта проблема, она везде сегодня в Сухуми уже где-то с 8:30 до 9 всегда она существует. Но в данном случае, если даже где-то на 3-5 минут у нас здесь бывают чуть-чуть маленькие заторы, но мы самое главное достигли, мы ушли от ДТП, а мы должны за людей думать. Я, во всяком случае, если даже где-то на минуту раньше я выеду, но я буду знать, что я доеду без столкновения на выезде с улицы Чамба. Я думаю, это важно. Акан Валерьевич, где мы сейчас находимся и какой вопрос здесь нужно решать? Мы находимся, если вы посмотрите, у главного входа в абхазское телевидение. Значит, здесь такой густо населенный район. Как вы видите, есть детская площадка. Она, в принципе, в хорошем состоянии. Другой вопрос. Вокруг вы видите, какие развалины, какой мусор развелся. Жители очень жалуются, и они ко мне обратились. Значит, вопрос в том, что летом там, ну, наверняка уже понятно, что там завелись крысы большие, даже змеи, мы несколько раз змеи увидели, и ни один нормальный человек не может со своим ребенком выйти, и как бы надеясь на то, что здесь ребенку ничего не угрожает. Вот мы сегодня увидели, вызвали городские службы, мы обговорили, фронт работы большой, кроме зеленых насаждений, скажем, тех зеленых насаждений, которые захламляют, то есть это дичка такая. Кроме этого, здесь строймусора, очень много развалившего здания и так далее. Все это придется, конечно, убирать. Это, наверное, займет и время, и финансы немало понадобится. Я думаю, что мы еще поговорим и с главой города. Я думаю, он нам даст в этом плане поддержку. Я в этом не сомневаюсь. И кроме этого, пользуясь моментом, у нас вот здесь улица безымянная, как вы видите, она выходит на улицу Чамба, связывает, значит, улицу Ласури и с выходом на Красный мост.
Я думаю, что оно в придачу, возможно, я еще переговорю с исполнительной властью. Мы здесь планируем капитальный ремонт дороги Ласурия, вот выше, вы, наверное, знаете эту дорогу. Здесь очень и подавно не было дороги. Мы планируем, мы обсудили это с Александром Золотинсковичем, есть понимание, и, значит, мы в этом году, надеюсь, во всяком случае, есть такое желание и понимание со стороны исполнительной власти, что эту дорогу мы в этом году будем делать. Так как я депутат, кроме законодательного творчества, я еще должен заниматься и вопросами, естественно, своих избирателей. Вот, пользуясь этим моментом, сегодня, значит, более-менее есть возможность поездить по району, и потому мы сегодня с вами ездим. Говоря подробно о улицах, которые мы в этом году планируем, значит, привести в надлежащий вид, где-то может быть частичный ремонт, а в основном это будет касаемо капитального ремонта. Это, еще раз повторяюсь, улица Ласурия, это улица Чамба, 12-й тупик, это улица Асланзия. В прошлом году, вы знаете, мы положили по инвестпрограмме полностью капитальный ремонт, произвели этой дороги. Мы еще потом, будет время, поедем на место, посмотрим. И там есть у нас одна дорога, связывающая, значит, улицу Асланзия с Батумским районом. Обязательно эта улица у нас осталась. Она наикратчайшая, значит, дорога, которая эти два района будет связывать. С этими вопросами тоже я был у, значит, Александра Анклав. Кстати, мои частые приходы к Анфабу, как вы знаете, да, уже информация тоже появилась в сетях, что мы о чем-то договорились с ними и так далее. Кстати, не могу не коснуться этого тоже вопроса. Знаете, это люди без политики в последнее время жить не могут, и я в силу того, что депутат, я обязан быть, значит, всегда в тех делах посвящен, где касается моего района и вообще, конечно, в целом республики, но первым долгом там, где меня избрали. Я вынужден часто бывать в кабинетах исполнительной власти. Кто-то, видимо, из провластных, так скажем, и оппозиционных, может быть, поспешили меня с Александром Золотинсковичем, как говорится, побратать, да. Я, в принципе, с теми людьми, кто готов что-то полезное делать, со всеми готов разговаривать. Ну, люди поспешили, какие-то выводы сделали. Я с любым буду разговаривать, с тем, кто будет полезен для нашей страны, для государства в целом, для народа. Так что меня никакие слухи меня нигде не остановят. И в связи с этим, еще раз хочу повторить, я буду во все кабинеты входить, и там, где, может быть, мне неприятно присутствовать, но я буду ходить ради своего народа и ради своей страны. А в целом, еще по городу у нас запланирована, значит, улица, сейчас, если я не ошибаюсь, это бывшая Шотландская. Если я не ошибаюсь, сейчас что-то переименовывали, но частично или, так скажем, полный капитальный ремонт на этой дороге тоже планируем. Как вы знаете, мы в прошлом году в бюджет заложили 27 миллионов, помимо тех, значит, утвержденного, значит, бюджета города, еще 27 миллионов дополнительно. Это значит, на депутатов всех, которые были избраны от города, чтобы каждый мог в пределах 3 миллионов какое-то свое видение или свое, значит, какой-то вклад в свой район, и именно где он избирался, на эти суммы какую-то там полезную вещь или там на его взгляд нужные вещи привести в порядок. Вот, пользуясь этим моментом, и плюс, если, значит, еще город нам поможет, мы эту улицу тоже будем приводить в порядок. То есть, в принципе, мы не сидим, у нас, конечно, много вопросов по законодательству, но когда у нас время есть, мы стараемся вот, быть, как говорится, у себя в районе и заниматься проблемами района. Главным вопросом у меня в этом районе остается два очень сложных, значит, объекта, две очень сложные улицы.
Это надо так, там уже, я думаю, что комплексный подход нужен. Это улица Школьная и, значит, село Дзюкта. Там вообще очень плачевное состояние дороги, там невозможно на такой, скажем, низкой технике проехать. Там как минимум или джип, или автобус, или трактор только проезжает. К сожалению, эти вопросы пока как решать мы еще не знаем. Не знаем, потому что это все связано с финансами. Я не знаю, на будущий год или на следующий, там, и может через год мы в любом случае к решению этого вопроса еще вернемся. Это очень важные два объекта, которые все-таки, пока я депутат этого района, буду вопрос решать. Еще одна дорога у нас на подходе, мы тоже ищем пути решения. Это дорога на Синовское ущелье. Тоже планируем там хотя бы до основного моста положить, значит, или асфальтовое покрытие, или бетонное покрытие. Но источники финансирования мы сейчас прорабатываем, посмотрим, насколько мы сможем этот вопрос, в принципе, подготовить к осуществлению. Ну, в принципе, вот такое краткий экскурс по тем делам, которые мы планировали, планируем и будем делать.